Таджикский народ в опасности. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, от чего ОДКБ собралось защищать Таджикистан и как. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних и важных событий. Мы с вами на неочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о необходимости помочь Таджикистану в сдерживании потенциальных угроз. На встрече министров иностранных дел, обороны и секретарей Совета безопасности стран ОДКБ было принято заявление, подписанное сегодня уже главами государств, о всецелой поддержке Таджикистана в случае возникновения угроз с афганской территории. Об этом он сказал 20 января на заседании Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал депутатов о ситуации в Восточноевропейском, Кавказском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности ОДКБ и обозначил угрозы, исходящие с территории Афганистана. Станислав Зась подчеркнул необходимость оказания помощи Таджикистану в сдерживании потенциальных угроз, говорится в сообщении. Также отмечается, что отдельно Зась проинформировал депутатов об итогах проведения миротворческой операции в Казахстане. Он сказал, что потерь среди личного состава вооружений и военной техники по ее итогам нет. А как вы думаете, ОДКБ должно активизироваться, чтобы защитить Таджикистан от Афганистана? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая 10 января на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в виртуальном формате, обратил внимание членов Совета на наличие спящих ячеек международного терроризма, экстремизма и радикализма в государствах-членах ОДКБ, а также их усилия по привлечению и пропаганде среди граждан. Также президент призвал к укреплению всестороннего взаимодействия компетентных органов государств-членов ОДКБ перед лицом этих вызовов и угроз. Что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах. Как вы думаете, действительно ли есть какая-то большая угроза, из-за чего активизировалась ОДКБ и другие аналитики, говоря, что Таджикистан нужно защищать? Или это просто фразы, которые не несут под собой особого смысла? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.